Волна псевдораскрепощенности и свобода нравов, именуемая некоторыми журналистами сексуальной революции, прокатилась по западным странам и благополучно схлынула на нас, да еще перекрестилась с волной начинающейся эпидемии СПИДа. Как обстоят дела в нашем городе, я прошу рассказать главного врача кожно-венерологического диспансера Ермолаева Федора Николаевича. Направление нашей работы кожно-венерологического диспансера – это выявление, лечение и профилактика заразных кожных и венерических заболеваний. В нашем городе относительно удовлетворительная обстановка по венерическим заболеваниям. Но эти данные идут в сравнении именно с республиканскими показателями. Я могу привести некоторые данные, думаю, интересно будет для жителей нашего города. За 1990 год частота заболеваемости по сифилису по Неринге составила 1,6, тогда как по республике 1,9. В этом году нас настораживает факт, то, что выявлены 4 свежих случая сифилиса, 4 свежих, тогда как за 90 год также было 4 случая. Но учесть то, что 91 год мы прошли только середину, поэтому мы вправе ожидать рост этого заболевания. Конечно, настораживает нас то, что отмечается резкий рост заболеваемости среди подростков. Ну, подростки мы считаем это лица от 14 до 18 лет. Это, в общем-то, для нас уже не удивление, когда приходят нам ученики 8-9 классов и обследуются на эти заболевания. Что еще мы имеем в виду? То, что среди подростков, к сожалению, эти заболевания носят групповой характер. То есть при выявлении источника заражения мы выявляем целую цепочку половых контактов, ну, даже там до 8, до 10 человек, у которых выявляется это заболевание. То есть то, что вот эти понятия шведская семья, то есть они уже вполне нашли свою прописку в нашем городе. Часто больные не могут описать своего полового партнера, ну это на медицинском языке, а так своего друга или подружку. Это затрудняет нашу работу. Потому что, видите, без обследования источника заражения удлиняются сроки обследования, удлиняются сроки лечения и сроки диспансерного наблюдения. Вот в связи с этим нужен ли нашему городу пункт личной профилактики? В 2 словах, для тех, кто это не знает, что такое. В отношении пункта профилактики, видите, сама идея, это, конечно, очень хорошая. Для молодежного города, я думаю, что это необходим пункт профилактики, но все это будет, конечно, упираться в отсутствие материально-технической базы. И в 2 словах, что это такое? В 2 словах это то, что пункт личной профилактики предусматривает работу круглосуточно. То есть это нужно и фактические лица, это нужно и оборудование, те же одноразовые шприцы, и нужно здание, конечно. То есть после случайной цели человек может прийти и провести профилактику? Да, профилактика проводится, это чисто там гигиенические мероприятия, различными вот этими дезинфицирующими растворами, и с профилактической целью ставится инъекция какого-либо антибиотика, но это на усмотрение уже медработников, которые будут работать в этом пункте. Все ваши больные обследуются на СПИД? Да, все больные, все лица, которые обращаются к нам в диспансер, обследуются на СПИД, на носителя вируса ВИЧ-инфекции. Были положительные результаты? На данный момент положительных реакций у нас не выявлено. Эти анализы отправляются в лабораторию города Якутска. Были у нас случаи, когда нам возвращали результат, то есть определялся ложно положительный результат, но последующие обследования снимали все эти подозрения, поэтому за наш контингент я могу сказать, что пока носительство ВИЧ-инфекции не выявлено. И что можно сказать, говоря о профилактике, чтобы вы могли посоветовать? В отношении профилактики ВИЧ-заболеваний
Здесь, конечно, вопрос стоит в том, что молодые люди, молодые подростки должны иметь в виду то, что кроме таких заболеваний, как ангина, грипп, существуют еще и венерические заболевания. Избегать случайных половых связей. Но я думаю, что это истина, в общем-то, известно многим. Использование презервативов. Но опять же, это упирается в их отсутствие. Даже не дефицит, а именно их отсутствие. Профилактику я бы ввел бы такое понятие, это раннее обращение в кожно-венерологический диспансер. Женщины могут, конечно, обратиться к гинекологу, но в любом случае при появлении каких-либо первых симптомов у мужчин это выделения, которые могут носить гнойный характер, появление боли и рези при мочеиспускании. У женщин также выделение боли внизу живота, нарушение менструального цикла, зуд промежности. То есть при появлении вот этих симптомов такой человек должен обратиться в диспансер, потому что существует масса заболеваний, и только специалист может поставить, если в данном случае венерическое заболевание, либо это простудное, либо это носит какой-то другой характер. Я бы хотел остановиться на таком вопросе, вопрос о самолечении. К сожалению, к нам обращаются люди, которые уже провели курс лечения у знакомых, у знатоков. Здесь опасность в том, что у мужчин после такого неправильного лечения часто развивается хронический простатит, что приводит к снижению половой потенции, вплоть до импотенции. Но у женщин развиваются различные спаечные процессы, что ведет к бесплодию. Поэтому я считаю, что самолечение в наших условиях нет смысла проводить, потому что, во всяком случае, на данный момент наш диспансер располагает всем необходимым для того, чтобы оказать населению нашего города квалифицированную помощь.